Итак, всем привет! Вы на канале The Sounder, меня зовут Иван. Полевое видео из полевых рабочих мест, скажем так, да. Сегодня расскажу причины, по которой ваш ноутбук при загрузке Windows 10 показывает серый экран. Мне много ноутбуков на обслуживание приносят, но вот данный случай впервые. Ноутбук уже участвовал в ролике про Windows 10. Я клиенту поставил Windows 10, и все работало до одного момента, пока ноутбук перестал, по его словам, запускаться. Ну, как он запускается, но показывает серый экран. Ноутбук модели Compaq, то есть это Hewlett Packard, то есть это HP, и мой телефон не фокусирует, ну вот, его точная модель. Итак, в чем вообще загвоздка этих всех ноутбуков? Во-первых, ноутбук выпущен в 2008 году. Итак, имеет процессор AMD и также видеокарту дискретную AMD. И в этом вся суть заключается. Ноутбук у нас старый, имеет старое железо и имеет AMD. Если с Intel все понятно, потому что в большинстве случаев мне приносят ноутбуки на Intel, то этот ноутбук на AMD. То есть мы включаем ноутбук, и у нас при запуске винды вместо ее логотипчика показывает серый экран. Сейчас уже я проблему данную решил. У нас показывается логотипчик Windows 10. Но как эту проблему решить вам, сейчас я расскажу. Сейчас немножко поговорю, вот пока ноутбук загружается, причину расскажу. Установлена видеокарта AMD и процессор AMD. Производитель просто перестал подписывать драйвера на данное оборудование. То есть там последняя версия драйверов для Windows 8.1. То есть если мы качаем, допустим, драйвера на 8.1 Windows 64 бита, либо на семерку на официальном сайте они есть. Но сертификаты драйверов перестали подписываться в Windows 10, и возникает эта проблема. Конечно, кому-то может пофиг, да, но просто вот клиент говорит то, что он запускается и долго загружается. Хотя, клиент сказал так, он запускается, серый экран и не включается. Но вообще-то он загружается просто без этого логотипчика. То есть, если подождать минут 5, то он просто включится без логотипчика. То есть, вместо этого окошка будет тупо серый экран, и потом уже будет окошко с надписью «Добро пожаловать». Вот так оно будет загружаться. Но клиента это настораживает, что вообще он не загружается, по его словам, поэтому будем устранять данную проблему. А устранить проблему очень легко. Либо найти универсальный драйвер для Windows 10, либо просто отключить нахрен эту видеокарту. В таких ноутбуках, по сути, она не нужна, потому что ноутбуки эти использовать для игр... Каких игр? Никаких. Тем более клиент использует ноутбук для системы видеонаблюдения, поэтому сейчас покажу, как это все работает. Хотя сейчас попробую установить драйвера. Я вот себе на флешку скачал установочник драйверов. Мы при вас сейчас попробуем установить драйвера. Если все заработает, то оставляю так. Если не заработает, то я просто удаляю эти драйвера и все. У нас поменялось разрешение экрана, потому что я уже отсюда драйвера AMD удалил. Смотрите, что мы имеем. Мы, допустим, скачали драйвера на ноутбук. И у нас, сейчас я покажу, куда заходить. Заходим в этот компьютер. Проще говоря, заходим в проводник. Видите, ноутбук реально тупой, вообще, это жесть. Но как на нем видеонаблюдение работает, я еще не понимаю. Ладно, в общем, вот мы зашли в этот компьютер и по пустому месту в проводнике тыкаем правой кнопкой мышки и нажимаем «Свойства». Вот у нас контекстное меню, выбираем здесь «Свойства». Так, ждем загрузочки. И вот слева видим пункт «Диспетчер устройств». Выбираем его. И что мы тут видим? Видим список устройств. Нас интересует вкладка «Видеоадаптеры». Мы мышкой 2 раза кликаем левой кнопкой мыши. И здесь у меня уже стоит базовый видеоадаптер Microsoft. У вас же будет стоять AMD какой-то там Radeon тыры-тыры-тыры. Мы что делаем? Нажимаем «Свойства». Тут в свойствах выбираем вкладочку «Драйвера».
И просто нажимаем сначала «Удалить устройство». И все, удаляем устройство и удаляем драйвера. Чтобы окончательно драйвера удалить, мы должны зайти на диск C и еще удалить папочку здесь AMD. Вот она у меня здесь есть, эта папочка AMD. Мы сейчас ее как раз и с вами вместе удалим. То есть мы сейчас ее удаляем. Все, папочка удалилась. И из корзины мы сейчас тоже ее удалим. Так, очищаем корзину. Да, конечно, очищаем корзину. Вот, все. Потом мы должны перейти в панель управления и там уже удалить остатки драйверов от AMD. Сейчас, секундочку, мы переходим в панель управления и тут тоже удаляем остатки от драйверов AMD. Почему возникает? Да потому что AMD плевать на поддержку драйверов, зато эти ноутбуки дешевые, они дешевле, чем интеловские ноутбуки были в то время, и поэтому просто сэкономили, и вот теперь такой вот геморрой, да? Хотя ноутбуки на Intel 2008 года прекрасно работают на Windows 10, и никаких конфликтов нету. Ну, вот это AMD, так что привыкайте. Ну вот, мы здесь тоже находим AMD и тоже удаляем. Вот, и все, в принципе. Но мы лишаемся поддержки всех разрешений нашего экрана. Плюс, если мы захотим подключить внешний монитор, у нас это вряд ли получится, потому что мы удалили драйвер видеоадаптера. То есть вот, у нас разрешения только вот такие, сейчас покажу, вот, все, либо 1024 на 768, либо вот такое нативное стандартное, да, и плюс мы лишаемся поддержки 3D игр. Тут клиент играл в Need for Speed и Quake. Что ж, давайте попробуем сейчас мы поставить драйвера с флешки и узнать, что у нас вообще, как здесь будет работать. Итак, вставил флешку и с официального сайта скачал утилиту, которая автоматически находит нам драйвера. Что ж, давайте попробуем, но скажу сразу, что чудес не бывает, и это AMD. Просто, ну вот, оно предлагает распаковать свои файлики, давайте распакуем. Если я опять столкнусь с проблемой серого экрана при загрузке Windows 10, то я не буду систему сносить, потому что можно просто снести систему и поставить Windows 8.1. Но я не знаю, для чего это делать, потому что даже если я поставлю Windows 8.1, да, драйвера заработают, но какой-то, не знаю, производительности от этого ноутбука ждать не нужно, тем более каких-то игр. Вот, вам хватит, не знаю, потому что в этих ноутбуках она видеокарта, что она есть, что и нету, тут уже без разницы, потому что, видите, реально. Так, ну вот, AMD Software Installer у нас устанавливается, потому что реально в этих ноутбуках что видеокарта есть, что ее нету, тут разницы ноль, потому что, во-первых, они очень старые, а во-вторых, это капец. Давайте по размеру, обои у нас растянулись, все шикардосик. Ну вот, в общем, устанавливаем AMD-шный софт. Пока мой любимый AMD устанавливает свои программки, я сейчас покажу вам официальный сайт AMD. У меня ноутбук, кстати, на Intel 2012 года выпуска, и все прекрасно пашет. Я не знаю, почему у AMD такие проблемы. Вот, пожалуйста, все прекрасно пашет, да. В общем, вот, я скачал установочник, закинул на флешку, и вот что мы здесь видим. А видим мы здесь что? Установку, да. Вот как-то так. То есть, говорю еще раз, у AMD очень все плохо с поддержкой. Да, AMD сейчас реально делает годные процессоры, но тогда, на то время, целесообразнее было бы взять какой-нибудь интеловский ноутбук, потому что, видите, что случается с теми, кто сэкономил когда-то и вот получил такой геморрой. То есть, смотрите, если я поставлю сюда Windows 7, либо Windows 8.1, драйвера будут идеально работать, но нам нужна поддержка каких-то, кодеков для вот этой вот программки CMS. Она для видеонаблюдения. И у меня на ноутбуке тоже была Windows 8.1. Я тестировал CMS, и там какие-то были проблемы, потому что эта CMS, она модифицирована для определенных моделей камер на прошивке XMI. Это я потом позже расскажу, потому что еще, может, будет видео про камеру наблюдения XMI с AliExpress. И, на Windows 8 программа не работает. Но я не знаю. Сейчас, когда мы отключили видеокарту на уровне софта,
А еще это можно сделать в BIOS. В общем, мы отключили видеокарту, мы поиграть не сможем ни в этот вот Quake, ни в Need for Speed. Но для интернета, для винды этого вполне хватит. Сейчас я покажу, что программа эта ничего нам не установит. Хотя попытается. И если мы даже возьмем вручную, распакуем драйвер, то драйвер вроде бы и станет на Windows 10, но ничего не получится. Короче, попытки бесчестные. Программа просто вылетела. И пытаться поставить драйвера я не буду. Я сейчас просто удалю папку с локального диска C, папку AMD удалю. Да. И отключу виртуализацию на уровне BIOS. И все. Если настройки BIOS будут сбиваться, что, наверное, скорее всего будет логично, потому что батарейка BIOS у нас вроде бы как севшая, я не знаю. Я не проверял. Так. Смотрим, чтобы у нас здесь не было никаких остатков от AMD. Остатков от AMD нету. Что же сейчас... Давайте, ради интереса, сейчас проверим просто Need for Speed Most Wanted. Может, он заработает без драйверов. Ну, не знаю, кому этот ноутбук нужен для каких-то игр. Я не знаю. Только вот максимум для видеонаблюдения или фильмиков. Ну, ладно, вот. Запускаем Need for Speed. Я запускаю без звука, чтобы не прилетели авторские права, потому что клеймы прилетают на канал, монетизацию ограничивают и кушать мне типа нечего, да? Ну вот. Запускаем Need for Speed. Ну да, жуткие лаги и ничего, короче, нового. В общем, вы узнали, да? Теперь мы должны нашу видеокарту отключить на уровне BIOS. Вообще, я советую посмотреть ролик про оптимизацию Windows 10. Там я отключал автообновление, чтобы эта гадина не нашла драйверов. Так, нажимаем Escape. В этом ноутбуке оно так нажимается, да? Видим, что клавиша у нас F10, это у нас BIOS Setup. Я понял вас. И в BIOS находим пункт System Configuration и видим Virtualization Technology, то есть технологии виртуализации. Отключаем его нахрен, чтобы компьютер, чтобы вообще ноутбук или винда не видела нашу видеокарту на уровне системы и хардвара, да. Exit Saving Changes, и все, у нас запускается ноутбук, и он запускается с логотипчиком без серого экрана. То есть до этого клиент жаловался, то, что ноутбук запускается, вообще ноутбук включается, серый экран и не запускается. Но если подождать минут 5, то он запустится. Короче, лажа. Все, ноутбук у нас работает. Для интернета, для наблюдения подойдет. Поэтому вот такая вот проблема со старыми ноутбуками, со старыми видеокартами на AMD и с новыми операционными системами. Брали бы Intel раньше, проблем бы таких явно бы не было. Вот такое маленькое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи и всем пока.